Дед родился в Солзянском районе, из соседних деревень все распались, да. Там Одинцово, Бекедино, Кисели. Они в Киселях потом построили, и там 3 брата было, даже за подряд дома построили. Хлебопашеством занимались, как раз надо было уже боронить. Боронили, надо косить, еще вдруг немец все нарушил. И вот он, оборонительная линия была Вязьма, Ржев перед Москвой. Моего деда Пасынкова Николая Григорьевича призвали 13 июля 1941 года. Он призывался Старозятцинским военкоматом, и потом через Ижевск на вагоны их погрузили и отправили в действующий фронт. Насколько мне известно, уже во второй половине июля он был в участвуя в боевых действиях. Осталось его ждать его жена Анастасия Хрисанфовна Пасынкова. На руках у нее было 2 детей, дочь 7 лет и сыну, которому не было 5 лет, это мой папа. Когда маленькие дети спрашиваешь: папа, ты помнишь деда? Он говорит: нет. Я единственное, что яркое впечатление из этого 4-летнего возраста, из его детства, это когда на телеге на огромной скорости, он маленький, и держится 2 ручонками за края телеги, потому что боится упасть. Я так понимаю, мы сделали выводы с ним, что это, скорее всего, была война, и отец сильно гнал лошадей, чтобы сообщить об этом, видимо, когда возвращался домой из села, видимо, из Старозятца. У нас было такое впечатление, потому что вот я его спину помню, как сейчас, когда он гнал этих лошадей. Это все, что я запомнила в отце. Больше я ничего не помню, к сожалению, сказал мне мой папочка. Уже перед уходом своим мой папа, Анатолий Николаевич, сын Николая Григорьевича, пригласил внука своего Якова и сказал: помни, пожалуйста, что у тебя был дед, который погиб на фронте. Где он, что с ним, неизвестно. Все, что я мог, я сделал. Я искал. Это довоенная яма фотографии, где он с братом. Брат Филипп у него тоже погиб под Сталинградом в 1942 году, пропал без вести, к сожалению. Когда мы пришли на встречу с поисковиками, это поисковая группа «Русь», которая вот проводит раскопки под Москвой, Подмосковье, на подступах к Москве. Молодые ребята, огромная им благодарность за то, что они делают. Они делают великие дела, я считаю. Потому что солдаты должны находиться, они должны возвращать себе имя, они должны возвращаться домой, мне так кажется. Немногие дожили до этого светлого дня, когда 25 октября они обнаружили останки деда. Причем там была тоже совершенно любопытная история, потому что одни говорят, что надо копать, другие говорят, что не надо копать. В общем, на металлоискателе появился сигнал о том, что что-то находится вот в этой точке. Руководитель говорит: мы идем туда копать. Один говорит: нет, я чувствую, что здесь что-то есть. И получилось так, что среагировал металлоискатель на его противогаз. Они начали копать, и они поняли, что здесь одинокий окоп. То есть вот когда вот эти бои шли, и когда они брали очередную высотку, им говорили: окапываемся. И вот дед, видимо, окопался, в себе сделал траншею небольшую, сохранился противогаз, у него сохранился весь боевой вот этот необходимый припас. В общем, все. Кошелечек у него с денежками бумажными сохранился, с копейками, с монетками. И вот сохранился самое главное – это медальон, который, к счастью великому, и нашим, и поисковиков назвал, что называется, имя найденыша. Они ласково, поисковики так зовут тех, кого они находят. И это для них такое счастье. Они так радуются, они как дети радуются каждому, кто появляется, что называется, из-под земли, кого они находят. И 25 октября получилась дата одна, когда его нашли. 3 ноября, когда мы узнали об этом через социальные сети, тут же написала, что это я, потому что тут уже пошли комментарии, как всегда бывает в социальных сетях, что о, кому-то повезло, о, молодцы, здорово, ура. И я пишу: это я, внучка, это мой дед, это наш дед. Это было такое счастье. Это, знаете, это я говорю, это для меня вот было ощущение, я понимаю этих людей, которые в 9 мая 45 года радовались. И сейчас еще будет у нас одна дата, это 7 мая. У нас будет прекрасное, торжественное, я надеюсь, захоронение. Но теперь у нас есть куда положить цветы. У нас есть стоять рядом с памятником, где у нас есть возможность поклониться могиле. Все это благодаря, конечно, поисковикам. Я говорю, если бы не они, то у нас не было бы такого замечательного события.
не произошло бы то, что происходит сейчас у нас. У нас это действительно событие для нас, для всех моих близких, для всей нашей семьи. Это счастье, это радость. И у нас замечательная молодежь, я считаю. Это боль им отзывается в сердце, понимаете, вот этим вот молодым, которые этим и занимаются поиском. Поиском. Это не просто археологические раскопки, это поиски людей, это поиски человеческих жизней. Это здорово. И то, что они такие молодые, это здорово. Это замечательно. И это радует. Это преемственность поколений. Спасибо огромное всем. Всем, кто принимал от начала до конца в этом участие, от всех наших близких, от всей нашей большой семьи. У нас уже девочки, мальчики есть в этой семье. Поэтому преемственность поколений и огромная благодарность всем, кто так или иначе соприкоснулся с нашим счастьем,